вот сделала такой наш праздник. Вы киргизский народ, и мы российский народ в моем лице. И получился пирог дружбы, который мы с детьми будем пробовать. Я открываю духовку, смотрим то, что я обещала. Вот такое вот волшебное чудо. Я выключаю. Добрый день, дорогие подписчики. С вами опять Ирина Солнышко. И как обещала, я сегодня хочу с вами поделиться своим рецептом только моей семьи, пирога вкусного. Начинку вы можете выбрать, какую вы любите в вашей семье. Это может быть и мясо, и рыба, и капуста, и варенье, все что угодно. Рис, какие-то крупы, все, что придумаете вы сами. А пирог я делаю всегда, потому что сейчас в нашей стране проходит День единства. Вчера был парад на Красной площади, сегодня второй день нашего праздника. А так как я уединяюсь с вашим народом, то есть я дружу с моими киргизскими друзьями, я хожу на ваши концерты, я побывала и отведала ваши волшебные кушания на Малой Ордынке около вашего посольства. Я хочу, чтобы в каждую семью дошел и мой рецепт. Он уже был во Владивостоке у моих друзей, в Челябинске, он был в Болгарии, в Венгрии, в Прибалтике, даже в Украине я заткнула нос, естественно, в Питере у моих друзей. А теперь он попадет к вам в Киргизию, мой рецепт пирога. Этими ложечками я буду готовить, это наш народный промысел, хохлома. Вот. У меня в доме все готовят, трое детей, мои два сына и дочка, они тоже любят готовить, и этот пирог они используют и под пиццу, и под пельмени, и делают все что угодно, любые какие-то бутерброды, в общем, универсальный рецепт. Вот. И в нашей семье есть традиция, что все мы готовим по очереди, чтобы я не уставала, потому что дети уже взрослые, у них своя семья, и они перенесли рецепт и в свои семьи. Причем у каждого в моей семье есть талисманы. Это такие друзья, сделанные из соломки. У нас это веник, который подметают полы, а в доме должен вот этот быть оберег. Вот. Я, собственно, Ирина Солнышко назвалась по одной простой причине, что достаточно много лет назад мои друзья за мою улыбку, за тепло в нашем доме подарили мне вот это солнышко, улыбающееся, с голубыми глазками, похожие на меня. А потом уже талисманы я передала своим детям. Дочке, девочку, веснянку, и мы всегда встречаем весну, есть у нас праздник Пасха, Нафанку, Кузьку, мальчика, и деда Нафану. Вот так дети выбрали себе такие плетеные игрушки. Они всегда находятся около цветов, потому что цветы – это жизнь, и у вас очень красивая природа. Ну вот, конечно, преимущество моря, но ваши озера волшебные, неиссякаемые. И даже вот эта степь, а главное, что я обожаю лошадей, у нас с дочкой есть коллекция, в другой раз я вам покажу, что у меня более 130 экземпляров различных видов лошадей. Поэтому я всегда восхищаюсь вашими табунами. И когда была в Киргизии, я любовалась на каждую особь. Это здорово. И лошадь, она символ ветра, символ красоты. И блюдо, которое я пробовала на Малой Ордынке, как мне подсказали мои подписчики, оно действительно было из камина. Грустно, но иногда нам приходится кушать эти блюда. У меня блюда вполне такие, блюдо такое простое, всего 6 ингредиентов. Вот я сейчас быстренько сделаю заготовочку, мы потом вернемся к тому, как я буду печь пирог. Вот. Что сюда входит, друзья? Сюда входит кефир. У вас это так, и любой вот этот вот напиток, похожий на нас, у нас это кефир, молочный напиток, ему нужно всего пол-литра. Вот. Выливаю я кефирчик в миску, оставляю в сторону и 3 яичка. Все очень просто. 1, 2, 3. Все по 3. Будет все по 3. Поэтому абсолютно я не заморачиваюсь и никогда не закрою.
3 это опять-таки символ моих детишек. 2 яичка осталось про запас, они мне нужны будут для начинки. Далее 3 ложечки сливочного масла, коровьего масла по-другому. Я думаю, что у вас тоже это есть. Масло должно быть мягкое. Вот я ложечкой, 3 ложечки этого масла я как раз и выливаю в эту смесь. Отлично. Далее 3 ложечки подсолнечного масла. Все по 3. 3 яичка, 3 сливочного, 3 подсолнечного. Замечательно. Вот так. И обязательно надо посолить и добавить соды. Хотя кефир сам является у нас как бы разрыхлителем, но сода нужна для того, чтобы держало тесто. Значит, соли я насыпаю чайной ложечки 1,5. Все делаю на глазочек, но я вам говорю так, ингредиенты, когда обучала своих детей. И 1 ложечку соды. 1 ложечку, без ложечки. Без ложечки. Когда я положила все эти 6 компонентов, простите, но мне удобно делать это вилочкой. Я люблю, конечно, миксер, но вилочкой как-то мне удобнее. Все это быстренько перемешиваю. Еще раз. Кефир, яйца, соль, сода, масло сливочное, масло подсолнечное. 6 компонентов. Ну, пироги не бывают без муки, поэтому сейчас мы добавим муку. Вот. Я очень люблю, видите, наши подсолнухи, традиционные, российские. Такие у нас есть волшебные цветы, которые выращивают специально для того, чтобы было то самое подсолнечное масло. В данном случае я выбрала масло Благо. И вас благодарю, что вы меня внимательно слушаете. Вообще, подсолнухи – это наши семечки. Вот. На заваленке в деревнях, когда исполняют какие-то народные песни, грызут семечки. Ну, вот такая традиция. Вот. А отжимки из семечек, они используются именно для приготовления подсолнечного масла. Растительного его еще называют. Вот. Масло бывает у нас с запахом семечков, а бывают очищенные, рафинированные по-русски. Рафинировать, значит, очищают, оно вот такое достаточно прозрачное. Для приготовления удобно. А когда я делаю салаты, и вы тоже делаете различные салаты из овощей, я добавляю пахнущее масло, потому что оно очень вкусно, оно очень полезно. Вот, намного полезнее, чем сливочное, но для приготовления вкусного пирога вот я аккуратно перемешиваю. Густота теста должна быть то есть как густая сметана. Оно отлипает от стеночек. Вот. Тщательно оно перемешивается по той причине, что никаких грубых ингредиентов нет. Масло было сливочное растоплено. 3 яичка, они тоже не дают комочков. И вот я просто проворачиваю. Кстати, можно проворачивать и правой, и левой рукой. Я владею обеими руками легко. И мне нравится. Это нужно. Немножко муки не хватает, я добавлю из основной коробочки. Вот. Вот так вот мы на кухне. Кухня не очень большая, я была у своих друзей, там у вас большие кухни. Ну, у меня обычная городская квартира, московская. Вот, но я очень хочу поделиться. И вот уже формируется пирог. Посмотрите, какой волшебный формируется вот тесто. Вот оно отлипает от стенки. Хорошо отлипает. И получается как густая сметана. Как говорят у нас в деревнях, ложка стоит. Я еще чуть-чуть добавлю, чтобы нигде не пробивалось. Вот, отлично. Нигде не пробивалось. Могу даже потом рукой потрогать. Лепить я буду только руками, потому что тесто очень любит теплоту наших рук, нашего тела. Ну вот, у нас температура тела 36,6, поэтому волшебное тесто потом будет лепиться только у меня руками. Я буду его раскатывать, ладошечками похлопывать, и тесто, пирог получится замечательный. К счастью, это самое, у меня сейчас
соберутся и дети, и папа. Я счастлива, что я дочка, у меня жив папа, ему 86 лет. И для него будет такой праздник, он будет очень рад, что я сделала ему пирог. Вот и все. Я добавила муки где-то до килограмма, но вы должны именно понять, что это делается на глазок, по консистенции плотной сметанки, такой вот плотной сметанки. Вся мука уходит в тесто, и посмотрите, какое вот я трогаю, вот волшебное тесто, то есть действительно очень приятное оно лепится, вот, и замечательно получится пирог. Но есть одно маленькое условие. Если я делаю его сейчас днем, я должна поставить его на 2 часа в холодильник, охладиться, чтобы все ингредиенты между собой связались, кефир с содой подействовали. Вот, и через 2 часа мы испечем пирог. Вот, а за это время мы с вами послушаем, я подобрала очень интересную инструментальную композицию, вашу. Ну вот, я все время в поиске, мне все время хочется что-то новое о вас узнавать, что-то новое слушать. И я радуюсь, что я буду слушать композицию инструментальную на вашем музыкальном инструменте конус. Вот, я теперь уже выучила. Итак, теста достаточно, оно теперь должно спокойненько в холодильнике настояться. Мы закрываем его крышечкой, вот, отправим его в холодильник. И так, салфеточки, простите. Вот я беру салфеточки, вытираю ручки, чтобы они были чистые. Начинка у меня будет чисто русская. Значит, здесь есть вот белокочанные капусты. Она свежая капуста. Как раз вот те 2 яичка, которые мы достаем, я закладываю в кастрюльку, заливаю водичкой, чтобы она закрыла капусту. Пока у меня стоит 2 часа теста, чуть-чуть присаливаю, чтобы скорлупа яичек не лопнула. И ставлю вот это на огонь. Как только капустка будет мягкая, где-то капустка до килограмма тоже качанчики. Есть маленькие, но у меня большой. Мы еще квасим эту капусту на зиму, делаем вкусные русские щи. Будет мне интересно, я вам в следующий раз расскажу, как квасится капуста. А сейчас остановимся на этом. Значит, это отправляется в холодильник, это отправляется на плиту. Через 2 часа мы встречаемся, когда послушаем музыкальную композицию, и я приготовлю в конечном результате пирог. И мы посмотрим, что у нас получится. До встречи, мои дорогие подписчики. Но это универсальный рецепт. Я очень хочу, чтобы он был в каждой киргизской семье. Ирина Солнышко, и вот он мой талисман, почему я так называюсь. И мои Кузина, Фаня, девочка-веснянка все переживают, чтобы пирог получился красивый и вкусный. До встречи через несколько часов. Пирог уже готовится, свой рецепт я вам показала. Делаю я его в честь единения народов. Вы обратили внимание, что я сижу в вашей национальной жилеточке? Я ее очень люблю и очень часто одеваю дома. А сегодня я ее одела специально, потому что то, что мы будем слушать, композицию, там все одеты в такие жилеточки, и мужчины и женщины. И я вам еще раз говорю, из уважения к вам, из-за того, что мне нравятся ваши узоры, я с удовольствием ее ношу. Она очень теплая и очень мне по душе. Еще я хочу похвастаться, что для моего папы 86-летнего и для 3-летнего внука, который вместе со мной был в Киргизии, и мы с ним побывали в Джалалабаде, и мы с ним были на Сары-Челек, вот мамы моих друзей, мама Айбека и мама Нура подарили мне все ваши вот эти вот любимые национальные костюмы. Вот ваш головной убор, колпак. Видите, с вашими национальными узорами, красивая кисточка. Мальчик у меня с золотыми волосами, ему очень идет, он вот так вот подворачивает. Они носят эти головные уборы с дедушкой, когда мы на даче. Вот. А вот такой вот солидный, серьезный, взрослый головной убор колпак для моего отца. Моему отцу 86 лет. Они их очень любят, и я тоже сегодня достала, чтобы вам показать. И я этим дорожу. Мои мужчины ходят в головном уборе летом, у нас тоже бывает очень жарко. Вот. А родственники меня так вкусно кормили, мы постоянно общались.
В общем, очень гостеприимно меня принимали. Всем я передаю привет. Вот как ни банально, но я всем родственникам и в Джалалабаде, и в Сары-Челек я передаю привет. Я вас очень люблю. И спасибо вам за то, что вы открыли мне свою страну. А теперь слушаем дальше композиции, которая мне понравилась. Музыкальную композицию без слов Атай Агамбаев. Вы мне скажите, он у вас композитор, какую роль он выполняет? Но я так нашла эту заставочку. Маш Батой, она в разных вариантах и с разными исполнителями, но мы будем слушать ансамбль Ибарат, потому что мне помимо голосовых возможностей ваших солистов, вот Самара до сих пор мне даже снится, и Атабеков, который пока я не могу, у меня записан он, я надеюсь, что все-таки мы решим этот вопрос. А вот в этом ансамбле все будут одеты вот в такие головные уборы, в такие жилеточки, и будет 3 интересных инструмента. То, что комос я уже знаю, будет какая-то необыкновенная, волшебная в виде слезы, капельки, скрипка. Я увидела флейту, очень красивую, как она по-вашему называется. Потом увидела деревянную дудочку, у нас тоже есть эта дудочка, и именно маленькие мальчики на ней играют. И очень классный барабанчик такой, аккуратный, красивый. Сейчас слушаем композицию, а я буду наслаждаться еще раз оформлением, костюмами, а главное сыгранностью вот этого ансамбля Ибарат. В нем 8 участников, и они с любовью исполнят эту 2-минутную композицию. Слушаем, смотрим, и я постараюсь еще раз вам напомнить, что помогите мне ответить, как называются инструменты. Инструмент в виде барабана. Вот она, флейта. Справа сидит очень красивая девушка, у нее головной убор с такими перьями необыкновенными, и она играет на скрипке. Зажигательная музыка, как танец с саблями Хачатуряна у нас, но у вас по-своему она красивая, главное ритмично, на одном дыхании. Как будто бы табун лошадей скачет на по вольной пустыне. Эй! Они даже добавили голос. С какой любовью исполняется эта композиция. И вот девушка на заднем плане, у нее такая какая-то деревянная дудочка прослушивается, прямо выделяется. Очень красивые ваши музыкальные исполнители. Такое ощущение, что у вас эта традиция прямо с детства, что дети все с младенчества играют обязательно на каком-то инструменте. И это здорово, это развивает, это делает людей чуткими, учит слушать, как они комус перевернули к уху, необыкновенно, и с обратной стороны играют, виртуозно. Так вот, хочу закончить свою мысль, что с детства учат слушать звуки природы, и дуновение ветра, и вот эхо, больше ничего не могу сказать, все синхронно, все задорно, и я очень восхищена вашей музыкой, и вот даже без слов вот эта композиция мне понятна, очень душевно. Спасибо этому ансамблю Ибарат, спасибо и вам спасибо, что вы вместе со мной послушали, и не забудьте мне ответить, как называется барабан, как называется деревянная дудочка, флейта и скрипка. 4 новых инструмента, названия я хочу узнать. Ну, теперь мы идем смотреть, какой пирог у нас получился. Я надеюсь, что кто-нибудь мне напишет, что попробовали этот пирог, сделав у себя в Киргизии. Так будем дружить. Иногда я буду давать свои рецепты. Следующее мое путешествие будет на ВДНХ, ваш павильон.
До новых встреч, дорогие подписчики. С нетерпением, с любовью. Жду от вас комментариев. Подписывайтесь на меня. У нас будет весело и дальше будет еще интересней. Ирина Солнышко. Вы теперь помните, почему я так называюсь? До встречи! Добрый день, друзья! Мы возвращаемся к моему пирогу. Посмотрите, вот такой у меня противничек. Я туда добавила подсолнечного масла и вот прямо ручкой, вот то, что тесто, половинку, ровно половинку теста раскатываю на 5-10 минут раньше, чтобы оно поднялось. Оно будет очень пышное, очень вкусное и классное тесто. Вот, замечательно. Вот так я его раскатала. Теперь смотрите, капуста, которая отваривалась, мы ее аккуратно ложечкой перекладываем равномерно сюда в тесто. Вот. Многие могут сделать спассеровать. У нас по-русски это называется обжарить на маслице. Но я не люблю пассеровать, потому что папе не очень полезно. Ну, в общем, не всем жареное полезно, поэтому я делаю отварную и при этом солененькую капусту. Я тоже очень люблю. Пирог будет сам солененький, я его, естественно, не сахарю. Вот я аккуратненько это самое распределяю все ручками, потому что любой пирог, он любит ручки. Вот, замечательно. И слегка солю. Вот. Солится, она придает пикантность для пирога. Теперь смотрите, вот такая у меня есть штучка, очень красиво получается яичко, ситечко такое, яйцерезка так называемая. Я беру также яичко и распределяю яичко поверх пирога. Видите? Когда мы разложим капустку вот так аккуратненько, яичко, мы слегка солим. Естественно, у нас происходит легкое, чтобы было пикантно и вкусненько. Теперь смотрите, капусту я уже переложила, все. Вот осталась ровно половина теста. Его нужно немножечко, чтобы оно не подлипало к рукам, вот как я уже говорила, оно любит очень руки. Переложите в мучку. И аккуратненько мы будем закрывать. То есть я ровно 2 половинки. Я вот делала, вы видели, я замешивала. Вот ровно 2 половинки. Аккуратненько мы это все делаем. Кстати, знаете, друзья, я что подумала? Я теперь после посещения вашего ресторана стала пить ваш напиток Шоро. И я в восторге. Во-первых, с утра бодрит. Во-вторых, дома, когда делаешь домашние дела, утоляет жажду. А ты делаешь быстренько все, потому что времени всем не хватает. Кстати, и пирог можно делать на этом же. Только тогда соль не добавляете. Соду можно, а соль уже не добавляете. Он достаточно солоноват. И мне вот приятно, вот уже наше единение, что вместо моего кефира вы можете спокойно использовать свою шаро. И это здорово. Я считаю, что это здорово. Вот видите, я ручками проминаю, чтобы не было никаких, а там и не может быть никаких шишечек. Просто я аккуратно проминаю, чтобы закрыть верхнюю часть своего пирога. Аккуратненько, вот я вам показываю, что ничего лишнего не делаю. На самом деле пирог делается очень быстро. Если вот заготовочка делается там 5-10 минут, а теперь края я залепляю по-русски вот таким вот конвертиком. Ну и вы тоже так же пироги делаете. Вот я прямо с бочков поднимаю и закрепляю вот пирожок. Скажу, что я взяла такой противень с бортиками, потому что он будет расползаться. Так вот пусть он для пышности расползается вверх, а не в край. Поэтому, ну и лишний раз, чтобы корочка получилась. Здесь получится волшебная корочка. Вот такая волшебная корочка. Видите, какой конвертик получился? Вот, типа подушечки такой волшебный. И ручками вы закрепляете края. Вот так вот аккуратненько проминаете. Тесто хватает по густоте. Оно не будет толстым. Ну, может быть, кто-то не любит тесто. Оно будет прямо вот с корочкой волшебное. И последний штрих. Это вот я беру яичко, сырое яичко, разбиваю его. Вот, слегка солю. И верхнюю часть своего пирога я тоже вот так вот размазываю, чтобы и верхняя часть тоже была солоноватой. Поэтому пирог любит очень много мужчин. И женщины, которые любят соль, но соль задерживает влагу, вот, может быть, любят сладкое. Но мой пирог, вот он больше предпочтений именно солененькой. Я промазываю. Вот. Это самый последний волшебный ритуал. Вот. И он будет красивый, он будет с оранжевой крышечкой. Вот так. Вот такой вот получился вот пирог. Можно все проверить, чтобы он нигде не разлипится. Посмотрите, какой солнечный пирог. Прямо вот как я, солнышко. Вот
Вот такое вот чудо. Оно полезно всем. И диетологи говорят, тоже утоляет жажду, насыщает. Запеченный пирог я всегда беру в поезд, когда я еду, в машину, там, когда я где-то путешествую. Просто это чудо. Теперь ставим этот пирог в духовку. Вот. Включаем духовку. Аккуратненько ставим, забиваем температуру 180-200 градусов и поворачиваем. Все, пирог будет готовиться, и я покажу уже результат, который получился. Дорогие мои подписчики, вы полюбите мое тесто, и это частичка моего сердца, моей души и моих рук. Передаю вам в вашей стране. Я думаю, что оно станет и вашим национальным блюдом. Привет из Москвы, из России. Целую вас. Спасибо. Ну вот и финал, дорогие мои подписчики, нашего празднества Единения народов. В свое время 7 и 8 ноября вы отмечали вместе с Россией. И тоже проходили парады Победы. И сейчас это как-то немножко сумбурно стал такой праздник. Но парад у нас был вчера. 4-го этот праздник у нас перенесли единство. А 8-е я вот сделала такой наш праздник. Вы, киргизский народ, и мы, российский народ, в моем лице. И получился пирог дружбы, который мы с детьми будем пробовать. Я открываю духовку, смотрим то, что я обещала. Вот такое вот волшебное чудо. Я выключаю плиту, вот, убираю градусы. Пирог можно не убирать сутки в холодильник, ничего ему не будет, он не скиснет, поэтому он хранится у меня вот так вот в духовке. Вот такой вот румяненький, с корочкой, с соленой. А запах, я и вам передаю этот запах. Кстати, когда я была в гостях в Киргизии, я делала мамам этот пирог, и им уже понравился. А сейчас посмотрят они мою запись, и они вспомнят рецепт и сделают. Может быть, с мясом, может быть, с вареньем, может быть, с рисом, да с чем угодно. Этот пирог с капустой. Я приглашу своих детей. И мы, когда сидим за столом, у нас обязательно ставится красивый сервиз с птичками и орешками сосновыми. Это наш символ. Ну вот. На цветы я сейчас порежу и выложу всем по долечке. Мальчишки у меня футболисты. Сахарница у нас под футбол сделана с деревянной ложечкой из хохломы. Обязательно мед на столе. Вот такой вот волшебный медвежонок. Это мой внук придумал с деревянной ложечкой. И вот мы будем вчетвером чаевничать. Это вот наш домик в деревне, этот наш домик. Это вот, я очень люблю такие цветы, у нас по осени они растут, они засушенные, находятся вот в вазе, кстати, водопад напоминает опять вашу страну, посмотрите. И вот такая вот лампочка петербургская, пушкинская, у нас в Москве очень много, на метро Пушкинская. Кстати, на Малой Ордынке тоже есть такие фонарики. Так что все символично. Я желаю вам приятного аппетита по-русски. Кстати, мне там написали, но я не выучила еще эту фразу, как она называется по-киргизски. Простите, пока будем по-русски говорить. Приятного аппетита. Вот такой вот волшебный пирог. До новых встреч. Я обязательно еще что-то придумаю, но ваши музыкальные композиции я буду отыскивать и с вами делиться то, что мне по душе. Потому что я же девочка из СССР. И спасибо вам. Смотрите, подписывайтесь. До новых встреч.